В Мирнинском районе одна из главных встреч президента «Алроса» Андрея Жаркова состоялась в управлении компании с активом «Профалмаза». Председатели правкомов структурных подразделений вынесли на обсуждение с президентом самые разные темы. Центральным стал вопрос специальной оценки условий труда, рассказывает Лариса Удовенко. Федеральный закон о специальной оценке условий труда поменял подходы и методику определения классов вредности. Она не учитывает ряд неустранимых факторов производственной среды и трудового процесса, что у ряда профессий привело к снижению подкласса вредности рабочего места и, соответственно, лишению работника ряда льгот и компенсаций. В компании создана комиссия, которой проведен анализ ситуации и разработаны предложения, цель которых – сохранить работнику гарантированные выплаты и льготы сверх предусмотренных законодательством. Было решено сохранить, независимо от специальной оценки условий труда, сохранить для всех подземщиков единый подход сокращенной рабочей недели на уровне 36 часов. Президент отметил, что в целом по итогам года ожидается выполнение всех производственных показателей. Готов и проект бюджета на 2016 год. Когда мы говорим об антикризисной программе, мы говорим о каком-то плане действий компании на случай. Не обязательно он должен наступить. Даже если мы отсрочим запуск новых месторождений Верхнего Муна и по трубке Заря не будем выполнять тот объем работы, который мы сейчас планируем. Да, он может быть связан с оптимизацией численности, но крайне незначительный. Задали участники встречи и вопрос о 13-й зарплате. Ответ президента вызвал всеобщее воодушевление. 13-я зарплата будет. Несмотря ни на что происходящее ни в мире, ни в стране, Новый год остается Новым годом. То есть он неизбежно наступает, это праздник, и люди должны свой праздник встречать с хорошим настроением, поэтому все будет нормально, будет 13-я зарплата.